Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Вся правда о вашей судьбе. Что в вашей жизни было, есть и еще будет. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, цыпочка готова. Смотрите, вот эта нижняя часть — это ваше прошлое, средняя часть — это ваше настоящее, а венец — это ваше будущее. Ну, давайте начнем с вашего прошлого. Опять же, это прошлое как при диагностике. Если вы узнаете себя и свои ситуации, вы продолжаете смотреть дальше. Если вы прям совсем себя не узнаете и даже близко не стояла, пожалуйста, не тратьте время, переходите на другие каналы, на другие видео, как вам будет угодно. Я не смею вас задерживать. Используйте свое время правильно и рационально. Прошлое мне здесь показано очень в странных ракурсах. Во-первых, показано, что были моменты, когда вы были очень счастливы. Здесь прекрасное мощное дерево, на нем раскидистые ветки, но и показан рядом человек, который это дерево вот в наглую как-то рубит, губит, да, вот какой-то человек. Вот как были вы счастливы, но чужая злая воля счастье ваше разрушила. Это может касаться и личной жизни, и в принципе вашей жизни. Да? У кого-то семью разрушили, а у кого-то так случилось, что всем в семье досталось, да, и люди просто вот потеряли то, что имели. Да. Дерево ведь не только семья, это и дом, да, отчий дом, свой собственный дом, семья, не только муж с женой, но и все родственники. И также деревом показывают здоровье. Да. Возможно, из-за действий какого-то человека вы потеряли свое здоровье. Здесь вам как навредили. Здесь нет какого-то умысла судьбы, замысла, да, негативного для вас. Здесь именно чья-то чужая воля. Здесь очень такие коварные и отчаянные попытки вам навредить. Вот и рубили, и пилили, и подкапывали, и корни обрубали. Да? Вот здесь не одним действием. Здесь как поток действий был направлен на то, чтобы вас сгубить. Сгубить вашу семью, погубить то, что вы имеете, и, конечно же, лишить вас здоровья. Вот как вы выжили, ну, если честно, я не могу предположить. Да? Вот я смотрю на эту картинку, на это прекрасное дерево и на этого огромного человека, который вот и рубит, и пилит, и копает. Да? И я просто в шоке, как вы могли выжить. Здесь явно хотели вас погубить в полном понимании этого слова. Вот. Было больно, было страшно. Вот было хорошо, приятно, в любви и в радости жили, а потом была боль, были страдания, были вот такие, как пытки мне идет, да, что вы прям пытки прошли, вот как в мясорубке вас крутили, причем что взад, то вперед, да, вот прям несколько раз в мясорубке прокрутили, как большие потери. Потери, кстати, могли быть и финансовые, да, вы могли потерять то, что имели, то, что жили, наживали долгие года, да, на что копили, с любовью делали, вы все это могли потерять, причем в один момент из-за чужой злой воли, которая решила вас погубить. Но у кого-то отыграется, что действительно была классная, полноценная семья, любящая, добрая, да, все было идеально. А потом раз, и в тартарары все полетело. Кто-то вмешался, проявил свою злую волю,
причем вы к этому были не готовы. Понятно, что к плохим событиям невозможно подготовиться, да. Возможно, вы еще и так жили, да, вот никому плохого не делали и думали, ну кто мне может навредить? Я живу по праву Бога и людей, да, я ничего не нарушаю. Я стараюсь жить там, как Боженька велит, да, как закон велит. Но кто мне может навредить? Чего мне бояться? Да? Ну вот не угадали. Нашлась такая злая воля, которая вот прям все сгубила. Сгубила, погубила. Но дерево ваше, несмотря на то, что оно, вот, извините, покалечено идет, оно еще живое. Оно продолжает расти. То есть это речь о том, что вас до конца не погубили. И речь о том, что все еще можно исправить, все еще можно поправить. Вот об этом речь идет. Было бы желание. Еще здесь, смотрите, показана такая волна страшная, на цунами похожая. Да? Какое-то очень ужасное событие произошло в вашем прошлом, пережив которое вы до сих пор в себя прийти не можете. Или это событие оставило неизгладимые последствия в вашей жизни, в вашей судьбе. Вот, большой испуг получили, стресс получили, там мир перевернулся, да, может быть, это какая-то авария была, да, какой-то несчастный случай, либо вы потеряли очень дорогого и нужного вам человека, кто был вашей опорой, кто был вашим светом в оконце, да, вот как потеря могла произойти, вот какое-то одно страшное событие, которое до сих пор вот на вас чувствуется, тень этого события до сих пор на вас лежит. Смотрю на ваше прошлое, и прям страшно, аж волосы дыбом встают, и не только на голове, вот и на руках у меня, вот смотрите, какие дыбом встали. Вот, как пережили, ума не приложу. Ну, обычно бы человек не справился. Ну, просто бы не справился. А вы продолжаете жить, да, вы встали, отрухнулись и дальше пошли. Ну, потому что надо, потому что долг, потому что дети, потому что там родители, да. Вы очень, кстати, обязательный человек. Вы прям чувствуете, что вы должны. Вы чувствуете себя локомотивом. И это не фантазия, так оно и есть. Да, вы действительно очень сильная личность. И вас невозможно просто так ни срубить, ни подрубить, ни выкопать, ни спилить. Да. Вы еще тот орешек. Ну, конечно, больно, было очень больно. Так, в настоящем очень много, видите, облаков у вас повыходило в настоящем. И люди какие-то все как под одну гребенку, да, вот какие-то нечистые, нечестные, лицемерные, каждый хочет свое урвать, вот нахамить, нагрубить, оболгать, да, вот не знаю, с чем сравнить. Это, конечно, ужасно, и ужасно то, что вы это каждый день видите. Вы с этим пытаетесь бороться, либо вообще от этого и бороться, и закрываться пытаетесь, но вот прям лезут те, кого не просишь. Или люди вот такие прям, ну вот ежедневно встречаются, под руку попадаются, те, которые вот оторви, выброси, ничтожные, никчемные, опасные, я бы даже сказала. И очень много вот какой-то моры происходит вокруг вас. У одних происходит обман, у других мошенничество, у третьих вообще вот непонятно, что делать, куда идти, куда податься. Вы в каком-то подвешенном состоянии находитесь, да, вот говорят, между небом и землей. И непонятно, что будет завтра. Обрыв, либо наоборот вознесусь, да, вообще непонятно. Вы стараетесь так далеко в будущее не заглядывать, потому что разочарования очень сильные были. И потому что те реалии, которые вас окружают, они ну прям совсем не вдохновляют, наоборот, да, вот такие пессимистические мысли у вас в голове идут. И еще здесь показано, что те, на кого вы рассчитывали, на кого вы полагались, оказались несостоятельными. Да? То ли люди сами вот так руки опустили, разочаровались и живут хуже вашего. Ну, либо на вас вот так вскарабкались, как раненые больные, типа «вези, у меня сил нет, я разочарован, я разбит, я не могу справиться с текущим положением дел». Вот. И вам нужно тащить, еще нужно вдохновлять, еще на ноги нужно ставить. А у кого-то отыграется, что дети маленькие, да, и деваться некуда. И нужно от рассвета до заката пахать, за копейки пахать, чтобы детей хоть как-то худо-бедно на ноги поставить, да, хоть что-то детям дать, лучшую жизнь показать. Учебу, да, вот это образование, репетиторов, да, вот стараетесь, очень стараетесь. Вот честно, у кого-то здесь отыграется, что вы на себя вот так рукой махнули, забили, как говорится, да, в народе, и живете вот ради кого-то, ради детей, ради
пожилых родственников. Но вот как жизнь, она как день сурка, да, каждый день одно и то же. И не знаешь, чего ждать, и даже не загадываешь, потому что все хуже и хуже становится, да. Какая-то везде напряженка, люди злючие, агрессивные, как собаки вот эти бешеные друг на друга кидаются, да. Может быть, вас и никто не трогает, но то, что вы видите, оно прям ужасает. И вот нет уверенности в завтрашнем дне. Все вот подвешено, в подвешенном состоянии. Кто-то чудит там наверху, а бедные люди вот и не знают, куда головушку приткнуть. Да? Так страшно жить, так непонятно, что будет. Но деваться некуда, жить надо. Еще здесь показана зависть очень большая к вам идет. Зависть, которую вы прям всем телом ощущаете. А может быть, вам даже в открытую в глаза говорят, что вам завидуют. Вы охаете и ахаете и думаете: да Господи, да чему ж завидовать? Вот еле-еле вот тянусь, да, с последних сил тянусь. За что вы мне завидуете? А поверьте, люди такие ушлые найдут чему позавидовать. Зависти очень много вокруг вас. И еще здесь у кого-то отыграется как с глаз, постоянно вас глазят. Глазят, а у вас потом сил нет, и разбитое состояние идет. Ну и стресс прошлого, вот стрессовая ситуация из прошлого, она ведь тоже до сих пор не отпустила. Вы до сих пор этот стресс не прожили. Вы до сих пор в этом состоянии живете. И знаете, вот я так вам скажу, из-за вот этого стресса у вас сбоит здоровье очень сильно. И также показано, что вы, ну вот, выглядеть как-то не так стали. Ну вот как замученный человек мне идет, истощенный, замученный, а кто-то наоборот вот сильно набрал, вот как раздулся человек. Но это все стресс. Это не еда, это не, как сказать, неправильный обмен веществ, да, из-за стресса вот не работает полноценно организм. Но опять же, то, что вам здоровье подрывали, может быть, какая-то была медицинская ошибка, может быть, вас лечили годами не от того, от чего надо было лечить, и у вас вот эти побочки пошли, последствия пошли, а теперь не знаете, как это все исправить, а цены космос и вообще караул какой-то. Вот я даже не знаю, где хуже, в прошлом или сейчас. Да, в прошлом это какие-то были такие события, как взрывы, да, болезненные. А сейчас это какая-то рутина, которой нет ни конца, ни края, и никакого проблеска надежды нет. И вы в этом во всем варитесь. Вот. Вроде как что-то хорошее начинается, и тут бац, и обрубилось. Да, либо раз и переиграли. Обещания какие-то пустые вокруг вас. Вот кто-то вам что-то обещает, а оно не происходит. А потом люди такие: а что мы могли поделать? Да? А мы ничего не обещали, а это тебе показалось. Нет уважения, нет доверия вообще к людям, которые вас окружают. Хотите доверять, но вас так много раз обманывали. Если бы там, я не знаю, там каждый раз какую-то зарубку ставить, то уже бы места не было. Очень много обманывали, очень много. И очень много вы разочаровывались. Как интересно, знаете, показано в сегодняшнем дне, в настоящем, что каждая вот эта проблема, вот если в прошлом вас вот прям подкосило, да, вы не могли справиться, вы долго в себя приходили, вы прям ходили за голову, хватались и думали: боже мой, как страшно, да, что мне делать, то в сегодняшнем дне у вас как броня появилась, что вы можете как-то абстрагироваться, либо даже отбивать вот эти нападки, эту злобу, эту зависть, да, вы можете это отбивать от себя. Вот как броню на себя надели. А может быть, вы ее и вырастили, да. Ну, потому что жизнь такая, времена такие, да, поэтому вы и в броню оделись. То есть мне здесь показана очень сильная личность. Сильная. Вот если бы вот этот враг попытался бы вас сломать в прошлом, какая вы сейчас, вот зубы все бы сломал, вот напрочь все бы зубы высыпались. Но видите, в прошлом вы были человеком таким вот прям беззащитным и жизнерадостным, да, вы не ждали ниоткуда беды, и поэтому так в прошлом плохо у вас все вышло. В настоящем, в сегодняшнем дне вы уже готовы, вы готовы против любого противостояния стоять, и прям не сдвинетесь ни на миллиметр, да, ну вот свое будете отстаивать. Характер у вас, кстати, поменялся, здорово поменялся характер, но не в худшую сторону, наоборот, вы как обрели бойцовские качества, да, теперь вы можете не только за себя постоять, но и за тех, кто в этом нуждается. Можно про вас сказать, что вы изнанку жизни видели, да, вот как все самое худшее повидали.
Либо конкретно с вами происходило, либо происходило с теми, кого вы знаете. Ну, на ваших глазах, можно так сказать. Вот. Это да, опыт тут колоссальный, тут, я не знаю, на 10 жизней хватит, да. И, конечно, такого опыта никому не пожелаешь, но что есть, то есть, да, жизнь она такая. Ну и теперь мы переходим на ваше будущее. В будущем не так много знаков, но прошу обратить внимание, я даже немножко подвину, я боюсь, что все тут у меня посыпется, да, посыпется. Вы видите этого аиста? Четко показали аиста, вот он, аист, прекрасный аист. Как в гнездо прилетел, не знаю, я боюсь, что все посыпется. Один аист другого аиста пытается накормить. Очень классные знаки. Аисты — это всегда птицы счастья. Они означают и счастливый брак, и деторождение, и счастливый полноценный дом, семью, да, дом полная чаша они означают. И хорошее здоровье они означают, и долгожительство они означают, долголетие, вернее, не долгожительство, а долголетие, что я заговариваюсь. Очень крутой знак, вот он прям в венце посерединке сидит, этот аист, и другого, значит, кормить собирается. И гнездо шикарное, такое прям добротное гнездо вышло. И это ваше будущее, это то, что вас ждет. Вот здесь люди, которые вам дары несут. Дарами может быть что угодно, да, это может и материальное, и нематериальное быть, что угодно может отыграться. Но эти люди, они с правой стороны, они за вас, они на вашей стороне. У кого-то отыграются благодарные дети. Да? Дети, которых вы сейчас с последних сил тянете, вот они будут вам чрезмерно благодарны, и вам только дары будут приносить. Еще раз говорю, это не только про деньги, не только про подарки, это еще и про любовь, про заботу, про ласку, да, про доброту. Вот. У кого-то дети, у кого-то там родственники, допустим, да, но вот люди с дарами, и они эти дары вот так вот, да, со согнутой немножко спиной вам дают, то есть с почтением они вам эти дары дают. Также, мои хорошие, у кого-то из вас может отыграться, получить все то, что у вас в свое время отобрали. Отобрали, да, может быть по суду, может быть по закону, по праву, да, разные бывают ведь ситуации, смотря что вы потеряли. Вот как не только вернуть, но еще и с дарами получить. То есть получить гораздо больше, чем было утрачено, чем больше было потеряно. Да, и так еще может отыграться. У кого-то еще как новые родственники появятся, от которых вы постоянно будете получать дары, да, любовь, поддержку, теплые эмоции, подарочки будете получать, может, материальную поддержку будете получать. У кого-то еще могут отыграться ученики, да, люди, которые будут следовать за вами, которые будут у вас учиться. Почему я говорю про учеников? Потому что здесь знак, что вы как светоч, как гуру, как вы людей за собой ведете, либо людям знания даете, либо людям какую-то помощь оказываете. Да, возможно, и ученики будут такие вот с дарами к вам приходить. Вы у меня все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. Да, отсыпка, она, к сожалению, общая. Вот, а здесь вышли именно общие знаки. То есть и так может отыграться. И этих людей будет с каждым днем становиться все больше и больше. Именно тех, кто с дарами, именно благодарных вам. Либо помощи, даров будет становиться больше. Либо дети все больше и больше вам будут помогать. Ну вот как-то так мне идет. С левой стороны у вас идет, ну, как возмездие, расплата, сатисфакция, но к каким-то двум людям. Здесь не бумеранг, здесь какой-то пропеллер даже, да, это что-то пострашнее, чем бумеранг. Это то, что вот как, знаете, эти косы, да, как две косы, одна вправо, другая влево, и оно когда быстро крутится, да, это получается как, не знаю, миксер какой-то, что-то страшное, да, вот оно летит на двух людей, которые особо перед вами виноваты. Одного человека вы по имени знаете, вот в лицо по имени, а второго вы еще не знаете. То есть того, кто виноват в страшном, что с вами случилось. Возможно, вы никогда и не узнаете по-настоящему, да, кто был этот человек. Может быть, этот кто-то там где-то, да, далеко от вас, но этот человек причастен к тому, чтобы вы пережили вот такие страшные моменты в своей жизни. В общем, вот эта штука страшная, она вот этих людей вот просто в эти слайсы покрошит, да, в такие тоненькие эти полосочки.
Это даже не бумеранг, это гораздо страшнее, чем бумеранг. И вы это увидите, и вы этим будете удовлетворены. Я не буду говорить довольны, рады, удовлетворены, да, потому что это справедливое возмездие, это справедливая кара, которая упадет на тех, кто жизнь вашу ломал, кто, извините, сосвету вас хотел жить, кто своими тупыми, безнравственными, человековредительскими действиями, да, вот накликал на вас такие несчастья, сделал вашу жизнь такой несчастной. Вот будете видеть, вы это все узнаете и будете именно удовлетворены. Вот знаете, как закроете этот гештальт и успокоитесь, перестанете об этом думать и просто забудете, отпустите эту ситуацию. Потому что когда болит, забыть невозможно, да, отпустить невозможно. Но потому что это все нечестно, это несправедливо, так не должно быть. А когда уже суд произошел, когда возмездие произошло, тогда вы уже можете отпустить. Еще здесь показана какая-то местность очень светлая, благодатная, плодородная. Не знаю, то ли у вас там земля будет, то ли домик вы там построите, то ли вы туда будете, я не знаю, ездить отдыхать, например, либо жить там на постоянке будете. Очень классная местность, очень зеленая, очень красивая, и вода там есть. Может море, может океан, может река, озеро. Вот вода есть. И это место, оно вас будет просто вот питать и энергетически, и ресурсно вас будет питать. Вот как место силы для вас это идет. Вы там прям душой будете расцветать. Еще показано, что вам суждено преобразиться. Преобразиться не только душой, но и телом. И тело преобразится. Я не исключаю, в наше время все возможно, да, есть всякие там операции, это косметология давно уже там опередила все, что можно было опередить, да, сейчас вот прям посмотришь, 70 лет, а она как девочка, да. Она как девочка. Я в своем возрасте против нее как бабушка. Да? Люди идут в ногу со временем, и я так понимаю, что у вас будут на это возможности. Да? Вот, что касается внешнего преображения. Вот. Что касается внутреннего, ну тут как самоданность. Да? Вы преобразитесь. Вот душа молодая. Мне идет душа молодая, озорная, веселая. Много праздников будет, много веселья. И даже если вы сейчас такой человек, который мечтает только лишь, да, вот отдохнуть, просто не трогайте, дайте мне там пару часиков отдохнуть, посидеть, да, ровно на месте, то в будущем у вас очень много праздников идет и очень много активности от вас. Да, возможно, вы путешествовать будете, может посещать какие-то разные места, мероприятия, там, не знаю, танцполы, залы, клубы. В общем, очень активная жизнь мне идет. Почему-то мне еще идут ученики, вот не знаю. Вот ученики, последователи, может быть, вы какое-то дело организуете, может быть, вы, допустим, будете делиться своей мудростью, может быть, будете помогать людям, которые, ну, в свое время попали в такую же ситуацию, как вы попали, да, может, как-то помогать, успокаивать, давать надежду. Ведь вы волонтером станете, да, будете помогать людям. Ну, вот именно такое мне идет. Но семья здесь у меня полноценная, счастливая, ну, и в доме получается аист у вас. Очень классный момент. Также девушки, женщины, да и мужчины тоже. Если вот так случилось, что вы овдовели, либо, ну вот, не случилось, да, нету счастья в личной жизни, вот в прошлом как бы все это осталось, то по аисту это как идеальная пара, да, идеальный спутник жизни. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Но здесь дом и семья, она полноценная. Вы точно одна либо один не будете. Здесь счастливый брак, счастливая семья, счастливые люди живут свою долгую счастливую жизнь. Именно так мне и показали. И поверьте, случайности не случайны. Если вы зашли на это видео, вы его посмотрели, эта информация была именно для вас. Вот я вам в самом начале говорила, смотрите внимательно диагностику, да, вот что ваше прошлое. Если вы себя узнали, досмотрели, это про вас, и это ваше. Потому что все эти рисунки, они вышли в одном времени. Просто я начала именно с прошлого, а закончила венцом будущим. Вы видели этого аиста с самого начала. То есть здесь нет каких-то сладких сказочных предсказаний. Я вам повествую то, что я вижу. Вот какие знаки мне послали, те знаки я вам и прочитала. Вот он ваш аист, вот оно ваше гнездо, вот она вы счастливая, и вот эти классные люди вокруг вас. И стрелки, смотрите, стрелки вверх идут, да? Стрелки вверх идут. Улучшение, однозначно будет улучшение.
И будущее вы проживете абсолютно счастливым человеком. Поверьте, так оно и будет. Вот как вернут вам свыше за вот эти все страдания, которые вы жили, пережили и проживаете в настоящем времени. Счастью быть. И вы, мои хорошие, кто зашел на эту отсыпку, счастливыми точно станете. Чего вам искренне от всего сердца и желаю. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.